Hayırlı erteler, hayırlı günler, hürmetli kollegalar. Biz Татарстан Devlet Jarhan Assambleyaның 2021 yılғы ижад эшчәнлеге муакларына багышланган матбугат конференциясына җыелдык һәм бүгенге безнең спикерларыбыз Юрий Леонидович Жуков, Татарстан Devlet Jarhan Ассамблея директоры, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Айрат Ринатулла Хамитов, Татарстан Devlet Jarhan Ассамблеяның сәнгать җитәкчесе, Татарстанның халык артисты һәм шулай ук Гәрәев Нияз Рәфис улы башхормейстер, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе. У нас сегодня двуязычная пресс-конференция, поэтому я предоставляю первым слово Юрию Леонидовичу. Подскажите, пожалуйста, какое количество концертов вы уже поставили в этом году и сколько было концертных выступлений, и также о географии, то есть крайние точки, насколько вы смогли объять нашу огромную страну. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Я, наверное, раскрывая этот вопрос, начну вот с чего. Итоговая коллегия Министерства культуры Республики Татарстан, которая подводила итоги 2020 года. Вот там председатель Государственного совета Фарид Хайруллович Мухаммедшин обратился к деятелям культуры и Рада Хафизяновна в своей речи. Очень просили всю отрасль культуры обратить внимание на вот тот фон, некий напряженный, который есть в нашем обществе в связи с пандемией. И вот эту связь концертных организаций, театрального сообщества как-то приблизить к зрителям. Мы этот, ну скажем так, вызов, наверное, приняли, и действительно в этом году коллектив обратил внимание свое на эти концерты. Дело, наверное, даже не в количестве концертов, хотя оно нас тоже приятно удивляет, что мы, поставив задачу, с ней стараемся успешно справиться. А дело в том, что вот наши зрители, где бы мы ни выступали, в регионах Российской Федерации, здесь, у нас такое чувство, что все-таки вот воспринимали нас как некую такую мягкую, добрую, творческую силу, которая помогает пережить столь сложные времена. Вот задача у нас была вот такая, не в количестве, а в качестве, как всегда. А если говорить и обращаться к тем сухим цифрам, которые мы с вами имеем, ну действительно, более 90 концертов и концертных выступлений дал коллектив в этом году. Из них, можно сказать, 59, я скажу 60 сольных концертов мы дали. Впереди у нас и театр Камала, сольный концерт, и Мензелинск, поздравление старейшего драматического театра татарского в Мензелинске. Мы выезжаем туда 17 числа, 18 еще одно очередное участие, ну и так далее. Там Арск у нас по Пушкинской карте. Мы продолжаем этот год. Впереди еще 1,5 месяца, это лишь некий такой промежуточный этап, но тем не менее мы хотели бы с вами здесь встретиться, поговорить об ансамбле, о национальном искусстве. Тем более мы, скажем так, всеядны, мы совмещаем в себе и вокальное, и инструментальное, и танцевальное искусство, искусство костюма, вот всего, что нас может волновать с вами вместе в части, когда мы говорим о государственном ансамбле песни и танца. Если дальше отвечать на вопрос, да, мы здесь сосредоточились, и Айрат Ринат сейчас раскроет вот те районы, те сельские дома культуры, где мы были. А здесь, в республике и в регионах Российской Федерации, мы действительно второй год по линии Росконцерта. Эта инициатива была проявлена Министерством культуры Российской Федерации, поддержана Росконцертом, региональными ведомствами, министерствами. И вот наше министерство тоже, поддержав нас грантом, мы имеем такую возможность. Мы с вами понимаем, что любые выезды коллектива – это все равно финансовая составляющая. И вот федеральный центр Москва, мы так иногда вкратце сокращаем, дает нам определенную сумму. И наше министерство тоже включает в этот консолидированный, то есть бюджет, нашу, так сказать, составляющую, и мы имеем возможность выезжать за пределы родной республики. Вот в этом году мы дали 12 концертов. Много это, либо мало.
Ну вот, я не знаю, как судить. Иногда для нас 1-2 концерта дорогого стоят, куда мы выезжаем. Были мы на Урале, были в Пермском крае, были в Сибири, традиционно в Ханты-Мансийском автономном округе. В этом году был очень сложный Сабантуй федеральный, очень сложный. Мы понимаем по эпидемиологической обстановке, было много что сокращено, свернуто в онлайн-режим. И тем не менее, концерт мастеров искусств там состоялся в городе Нижневартовске, просто напомню вам. Был колоссальный интерес, были прямые съемки, были трансляции по всем, так сказать, каналам и, так сказать, озвучивание этого концерта. Вот, тем не менее, в таких вот моментах мы с удовольствием, как, так сказать, подкрепляем себя и своего зрителя. Но вот пока вкратце вот так. Спасибо. Благодарю вас. Ойрат әфәнді, қазір сөз сізге. Бұл бітін туған тілдер елі һәм беріп тәбінгі күнде тұтар халқы алдында мұны түгеленіп келе тұрған жан есеп. Сіз хайран ғына шет түбәклерге де шығып концертлар қойдыңыз, һәм соңғы концертларыңыздың бірісі білуімше Башқұртстан Республикасында болды. Шул хақта қысқаша ғана. Шыннан да біз бик көп кіне түбәкләрдә болдық. Уфада бик матур дип концерт қойдық. Шуңан күрә халық 2 ел булмаган, халық сағынған. Шуңа күрә мен ғорланып әйтәм, коллегаларыбызда килгәннәргә концертна күп кенә дәрәҗәле кешеләр килгәннәргә концертка Аллаһ шөкер, матур итеп концертны куеп кайттык. Шуңа күрә әлбәттә үзебезнең Татмедиа ярдәмендән эшләнгән үзебезнең фотовыставкабызны да куйган идек. Шуңа күрә күп кенә ниндидер проблемалар түгел, но ниндидер үзләренә күрә фикерләрен кишәйтте, анысы да әйбәт. Мин шуңа әйтәсем килә, рәхмәт. Һәрберебезгә дә мондый әйберләр кирәк. Менә программа ягында килгәндә, программа бик фикерем буталды, но хәзер икенче төрдә әйтеп әйтәм. Мин горурланып отырдым. Үзебезнең җыр һәм бию ансамбльнең концертын карап. Миңа ничектер ул ни була? Мен ниндидер хәрәкәтләрен карап утырам да, дөрес эшләмәсләр аннан соң. Аманда мин рәхәтләнеп концертта ортага утырдым да, гомердә булмаган хәл. Рәхәтләнеп карадым. Шуңа күрә әйтәсем килә егетләргә, кызларга, үземнең җыр һәм бию ансамбльгә зур рәхмәт. Матур итеп Башкортстанда концерт куйган өчен. Ул гына түгел, без бит әле күп кенә башка төбәкләрдә дә булдык. Ижау шәһәрендә 4 концерт, шәһәрендә 1 концерт, һәм инде Удмуртия өлкәсендә тагын 3 концерт. Әгәрҗедә 2 концерт Пушкинская карта буенча куелды. Шуңа күрә әкренләп алга барабыз. Һәм инде минем иң яраткан темамның берсе шит төбәкләр әйбәт. Минем өчен үзебезнең Татарстан, үзебезнең авыллар, кичкенә генә авылларда. Һәм инде үзебезнең яшь буын балаларга бушлай мастер-класслар. Без менә 8 мастер-класслар эшләгәнбез. Алар бөтенесе дә менә сусап карап утыралар. Һәм инде минем әйтәсем килә, без бөтенебез дә авылдан чыккан кешеләр. Һәм инде менә алда көндә шул балалар кайчандыр җыр һәм бию ансамбльгә килсәләр, мин иң бәхетле кеше булыр идем. Шуңа менә шундый фикерләрем, шундый уйларым. Һәм инде әйтәсем килә, 15 ноябрьдә безнең концерт Камал театрында. Халык сорауы буенча без тагын менә туй программасын күрсәтәбез. Аны Нияз Рафисович әйтеп китер, матур итеп кенә. Һәм инде үзебезнең борынгы җырларыбызны, күптәндән ишетелмәгән җырларыбызны тамашачыга беренче бүлектә тагын күрсәтербез дип ышанып калам. Һәм инде матур гына бергә Алла берсә сез дә килерсез дип ышанып калам. Шуңа күрә матур итеп кенә концерт куярбыз. Һәм инде алда көндә әйтәсем килә, бүген көндә җыр һәм бию ансамбле бик күп кенә эшләр башкарды. Менә Юрленч, можно уже этот секрет открывать или нельзя? Да, немножко, генә.
Өзіңіз білесіз, міне бұл мастер-классларны өткерген вақытында көп кенә фикерлер туа. Һәм инде менә теге елны Россия Федерациясындан грант оттык. Һәм инде шул грантка без эшлибез мастер-класс. Татар бию буенча, һәм инде татар этнографик татарлар буенча. Алла берсә, менә бу айның ахырында ул диск барлыкка килә, ике телдә, татар һәм рус телендә. Бездән Россияны атказанган Татарстанның халык артисты баш балетмейстер Раиля Гарипова, Ләйсән Рашидовна Хәметова, һәм мин, һәм инде безнең остазыбыз, һәм инде безнең данлыклы Татарстанның халык артисты Равил Габдрахманов, һәм инде анда тарихта бар, Фази Гаскаровлар, Калимулиннар, Гайтагировларның эшләре дә тарих буенча күрсәтәбез. Шуңа күрә менә Алла берсә ул фикербез дә бар. Инде тагын да әйтәсе килә, бу концерттан 15-нде безнең студиябыз, вокально-хореографическая студия, Җырхан бию ансамбле студиясе, матур итеп кенә 2 номер башкарыр. Премьера да булачак, алар бик үзләренә торганнар, бик төпле, һәм инде яратып йөриләр. Үзегез беләсез, Җырхан бию ансамбле 37 елдан бирле бер базада яши. Ул безнең базада ишекләрдә җырлый, стеналарда җырлый. Көн сайын музыка, көн сайын иҗат, шуңа күрә балалар рәхәтләнеп, матур итеп җырлыйлар, һәм Алла берсә үзләренең иҗатларын концертта күрсәтерләр. Я просто сказал, что Эратрен сказал все. На гастроли сказал, о мастер-классах, все. Молодец. Һәм белүемчә, сезнең әле безнең өчен сюрприз да бар. Сюрприз. Я сразу сөйләп китсен беренче, анда соң сюрпризны күрсәтербез. Чөнки сезнең алда килергә буш кул белән ярамый. Шуңа күрә Алла берсә матур итеп кенә Ясраф сөйләп җибәрер дә туй программасы турында. Чөнки ни демәктән, менә мәрхүм Венер Хасанов белән алар бергә матур итеп шул җырларны, көйләрне бергә тупладылар. Ул авторым, шуңа күрә менә хәзер Венер Хасановна калган баш хормейстерыбыз Нияз Гараев матур итеп кенә сөйләп китер туй турында. Аның тарихы буенча, һәм инде анда сюрпризны үзебез күрсәтербез. Добрый день. Мне хотелось бы сказать, конечно же, что рождение такой программы, как «Свадьба», это очень традиционная программа для государственного ансамбля. У нас когда-то была тоже свадьба Нарыковская, да, Айрат Ринатович? И вообще интерес к этой теме, он был всегда, но в последние годы вот наш художественный руководитель Айрат Ринатович, он просто, заразился идеей, хочу поставить новую этнографическую свадьбу. И эта идея, благодаря всем талантам, которые у нас есть в ансамбле, балетмейстеры, хормейстеры, аранжировщики, это благодаря артистам, конечно же, художники, стало это возможным. Айрат Ринатович смог, фольклорист, он смог сплотить вокруг своей идеи очень многих талантливых людей. И вот из этого многообразия, конечно же, родилась такая программа. Что хотелось бы сказать? Татарская свадьба у нас, она с традициями и казанских татар купеческих, да, каких-то принципов там, и сибирские татары. Почему? Потому что когда мы пригласили Фанзилю Хакимовну Завгарову, как-то мы обсуждали, она сказала, что, наверное, самое интересное по многообразию и необычное, наверное, сибирская тематика. И вот как-то мы с сибирской тематикой вот как-то завязались, заразились. И костюмы, и песни, и хореография. А если вот так сказать, у них есть то, чего, может быть, у нас, у казанских татар нет. Яр-яр. Самые обычные свадебные песни. И радостные, и шутливые, и плач. Это все яр-яр. Да, ноги растут у этого жанра, наверное, еще из азиатской музыки, узбекской музыки. Почему? Потому что в Сибири
все очень как в большом котле перемешалось. И татарское, и казанское, и сибирское, и кавказское, и азиатское, узбекское. И, например, в хореографии у них дробушки-топотушки, да? И мне кажется, это вот как-то очень такое многообразие дает и расширяет рамки нашего искусства татарского, и вокального, и хореографического, и инструментального. Но вот я думаю, сейчас Айрат Ринатович представит наших солистов. Мы пригласили солистов, которые главные герои нашей свадьбы. Менә иң беренче бу программаны эшләгән вакытны бер җыр табылды. Фанзилә Хәкимовна тапты. Безгә бирде инде ул җырны. Казаннарда атлар сырыйлар дигән җыр. Безнең Татарстанның ат калган артисты Фәрид Гафиятуллин бик матур итеп җырлый аны. Скрипка белән, шуңа күрә егетләр идегез. Матур итеп кенә бер куплетмай. Үзегез ничек итеп телисез? Матур итеп. Менә мин әйтеп торам, ә минем тәндән инде җигрә, аны җыры бик матур. Һәм инде менә Себер татарларында кыз иласы бар. Аны безнең минем яраткан җырчым, чыннан да Рима Гызамованың тавышы бик киң. Ул бер юллык Uzun frazını, bir nide suluşta jırlı. Şu an Rim eydem durum jırlap kursat. O bizning bu programmada Mada Sibir kızı Keleş'nin en iyisi rolün başkara. Kışkine Turçay degen, Turtsay degen eserini başkaracak. Kız balası
Һәм инде хәзер инде 19 гасырның башында ничек аталар ул җыр? Казан кие. Сібір татарларының Түмен Кесіндегі өлкәсінен дейін. Қазан киі deyip, анда бик шундай характерный қый деген сөзні иштерсіз. Біз қашағында татарда хай деп жырлайбыз. Сібіртсе, қый деген сөз болашақ. Қазандарға барсаң достым, қазан суларын буйла, қай желсіз күнні тал сілкінсе, мен сағына деп ойла. Желсіз күнні тал сілкінсе, мен сағына деп ойла. Біз ұранларда ұсабыз жырлай сыздырып, Якын келсе, йықла жаный, уятырбыз сыздырып. Якын келсе, йықла жаный, уятырбыз сыздырып. Рәхмәт, Рамил, рәхмәт. Менә шуның белән күчтәнәбез без бітті десек те була. Хәзер инде сорауларга. Хәзер сорауларга күчкәнче, демәк, менә шушы программаны без 15 көнне Галиәсгар Камал исемендәге Татар дәүләт драма комедия театры бинасында күрә алачакбыз. Алла берсен. Бу кыска гына тизер булды, шуңа күрә концертка чакырулар булыр дип өметләнеп калабыз. Һәм хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Переходим к вашим вопросам. Да, конечно, включите, пожалуйста, микрофон. Включаю. Вот у меня вопрос к Юрию Леонидовичу. Скажите, пожалуйста, а на следующий год у вас гастрольный план уже сформирован? Может быть, вы можете приоткрыть занавес, что будет, куда поедет ансамбль? Может быть, еще какие-то новые номера, изюминку, может быть, какую-то? Сейчас я начну, Айрат Иванович, про изюминки, я про землю. Вот. Вот. Нет, я в хорошем смысле слова. Конечно же, план есть. Мы вот сейчас в любом случае питаем эту надежду, и надо, вот я не договорил по поводу Росконцерта, но мы продолжаем эту тему. Впервые, наверное, вот я в этой истории, наверное, с начала 2000-х. И впервые федеральный центр дает субсидии концертным организациям. В театральном сообществе это и есть история. Гастроли малых городов. Буинский наш театр очень активно участвует. А вот по концертным организациям, по национальным коллективам, что для нас очень остро, да и, я думаю, для общества тоже, ощутить какое-то, так сказать, самосознание, понять, что это важно и нужно каждому народу, что его поддерживают, да это колоссальная история. Так вот, Росконцерт второй год создает. Мы и на будущий год очень хотели бы, чтобы эта заявка наша прошла. Мы подали заявку по всем направлениям, которые есть. Я просто говорю, это и север, и юг, и восток, и запад нашей страны, все везде. Нас ждут, конечно же, там. Почему? Потому что эти заявки достаточно строго формируются, там есть определенный отбор, и надо получить уже предварительное согласование со всеми залами, со всеми, так сказать, агентствами и департаментами, чтобы все это выглядело очень правильно, достоверно. Поэтому вот 15 городов Российской Федерации, конечно, заявлено. Ну и памятуя, что будущий год, я передаю палочку эстафетную. Да. У нас следующий год, это юбилейный год, 85 лет Государственного ансамбля песни и танца. И для меня очень важно то, что мы будем готовиться и делать новую программу именно, вы знаете, мне хочется сделать программу такая, чтобы это была и для молодежи, чтобы вот тот неформат, который есть у нас сегодня, как его народное творчество, ведь оно уже как-то считается не формат, потому что, неинтересно молодежи, я про молодежь говорю. Но, чтобы пробудить эту молодежь, нужно задеть свой код, вот этот генетический. Я татарин. А для этого нужно сделать все возможности, чтобы молодежь посмотрела с новыми спецэффектами, какими-то
интересными идеями. Вот эта задача пробудить у молодежи, чтобы они ходили, смотрели народное творчество, а это очень важно, потому что без истории не бывает будущего. И без прошлого. Поэтому для нас самое ценное, для меня, сохранить и сделать это очень красиво со своими коллегами, и сделать это на хорошей большой сцене, провести юбилей Государственного ансамбля песен и танцев, потому что есть что показать. И самое главное, есть желание сделать это такими интересными проектами, чтобы... Можно, конечно, сделать программу одноразовую, юбилей провели, и все, как бы, все нормально, да? А я хочу, чтобы эта программа жила. Вот как свадьба, вот просят свадьбу, мы по регионам ездим, с удовольствием смотрят, да? И Золотой фонд, само собой, это наша обязанность показать, сохранить. Наш сундук, он должен пополняться. А свадьба... Это спектакль, который хочет постоянно смотреть. Не только даже не мне, не то, что это наше детище. Не в этом смысле, а зрителю это интересно. Значит, и эта программа новая должна жить. Алла верса, соберемся духом и пойдем дальше вперед. Спасибо. Давайте. Микрофон, пожалуйста, поближе. Давайте. Леонид Ильич, вот вы сказали, что вы подали заявку на субсидии, да? А когда будет известно, получите, дадут вам эти субсидии или не дадут? Росконцерт, да, я понял. Росконцерт рассматривает до конца этого года. Вот мы уже до 1 ноября, по-моему, мы ее отдали и подали. Мы просили, мы действительно Министерство культуры и Раду Хафизяна, каким-то дополнительным еще каким-то... Учитывая, что все-таки юбилей коллектива и нас ждут, и мы обязаны в этот год тоже дать крепкую серию такую, серьезную концертов по региону. Но вот... Но не забывая свою республику. Да, безусловно. На что не будут потрачены субсидии? Еще раз. На гастрольную деятельность. Дело в том, что сама гастрольная деятельность, она состоит из прямых таких затрат. Ну что это? Это горюче-смазочный материал, это суточное, это проживание коллектива, аренда площадок, рекламная какая-то деятельность. Вот все эти прямые расходы, которые есть, вот мы просим, часть. Росконцерт дает где-то 1/3. Надо понимать, что республика здесь, регион, конечно, стоит щитом в этом отношении на 70-80%. Конечно, это больше на регион ложится. И мы очень благодарны. Да, министерству. И министерству, и президенту Республики Татарстан, что мы имеем такую возможность в части гранта. И фонду. Это очень важно. Это очень важно для нас. Помятуя о том, что все-таки вся наша жизнь на колесах и в гастролях. Любой, вот эти все 90 там, или 96 всех наших концертов участия, это в любом случае выезд коллектива. И если мы из там, 36 дней уберем наш отпуск, там, на месяц на какую-то подготовку, то вот там 300, сколько там, выходные дни с небольшим. То есть каждый третий день мы куда-то выезжаем. Получается в итоге так. Вот, если мы сейчас, ну вот так получается. Поэтому коллектив очень мобилен. И я очень благодарен коллективу за все. Вот серьезная команда, простая и в то же время профессиональная. Вот все очень быстро, точно, ясно. Мы понимаем друг друга с полуслова. Вот за это огромное спасибо коллективу. Вот в этой истории творческой и гастрольной. Сұраулар Мұршид апа. Идел журналы Мұршида Қиямова менен бірнеше сұрау. Бірінші сұрау, міне 85 ел бетінде юбилей елі, сіздің бит өзіңіздің концерт залығыз жоқ Қазанда. Міне шул турында не дәрежеде борчы һәм бу проблема кайчан булса да хәл ителәчәкме? Икенчесе, Айрат әфәнде, менә сез үзегез ничә яшьтә килгән идегез бу ансамбльгә? Сез бит инде монда биюче булып килгән идегез, әйме? Һәм сезнең гаиләгез монда менә ничә яшьтә килдегез һәм яшь кадрларны ничек туплыйсыз? Anladım. Площадка дегенде Алла берсе, кайчан булса да булыр. Икенче юбилейларга, ну, чыннан да менә әйтеп үттем, 37 елдан бирле ансамбль менә шул бинада яши. Шуннан ул кечерәк инде хәзер безгә. Алла берсе, кайчан булса да булыр бина. Бинада штугы бит, бинада нинди генә дәү биналар бирсәләр дә, концерт площадкалары бирсәләр дә, бит анда эшләргә кирәк. Ә без гастрольдә күбрәк. Аны тотып кына була. Но тагын составын булса, менә Кубанский казачий хорда 2 состав. Берсе базада утыра, концертлар куеп, ә берсе Россия буенча йөри. Алай булса ул икенче төрле. Әлбәттә, минем ул якта планнарым бик күп.
Дом народного творчества, государственный ансамбль песни и танца, Ларатиш. Анда музей, костюмнар музеи, инструментлар музеи. Рашид Мустафин мінден артық гармоннары бар. Ол тарих болып қаларға тиіш. Шулай кімдір пенсия шыққаш, шунда балалар білен ішлерге. Менің бик те шундай тілегім бар. Алла берсе, Алла берсе, Алла берсе. Қашандыр кішкенегіне жыр һәм бию ансамблі, балалар жыр һәм бию ансамблі бұларға тиіш. Алла берсе. Шул нәтиже белән яшибез. Икенче сорауга килгәндә, 1985 ел 8 август 14 яшьлек Айрат Хамид улы килә ансамбльгә. 35 елдан артык мин эшлим ансамбльдә. 2 елга китәм армияга, андан соң кире кайтам да, тагын хезмәт итәм ансамбльдә. Бетерәм институт, андан соң бетерәм ГИТИСтан соң инде 1 ел эшләп, миңа тәкъдим ителәр ансамбльнең сәнгать җитәкчесе булырга. Шул тан сораулар. Яшь кадрлар. Кадрлар дигәндә җыр һәм бию ансамбльгә килү бик авыр, китү тагын да авыррак. Ни димәктән Россия төбәгеннән бөтен менә концерт гастрольләрдә җырганда күп кенә яшьләр тикшерәләр, хорга, әле мастер-классы биргән вакытларда менә ансамбльдә эшлисемгә күрәләр дә безнең эшләгәнне. Менә ансамбль хор төркеменә киләсем килә, биюче оркестрга. Мен әйтәм, проблем юк, килегез. Ну, образование, икенчедән как его талант Ходай Тәгалә биргән. Инде буй и теләк. Менә шул 4 әйбер булганда, ничек үзеннән үзе артист дөньяга килеп чыгар дип ышанып торам. Бу көндә кадр политика ягыннан ансамбль җыркан бию ансамбльнең проблемалары юк. Бию төркемендә, хор төркемендә һәм инде оркестр. Аллаһ шөкер, составы тулы. Көн саен яшьләр, көн саен диярлек яшьләр киләләр. Тикшерергә. Потом тагын әйтәсем килә, безнең ансамбльдә гомер буе бик яхшы педагог-репетиторлар эшләделәр. Безнең хор төркемендә Шамил Әхмәтҗанов, Ания Халиулловна Туишева, Венера Хасановна Караева, үзем эшлим. Инде бездә һәр вакытны бик таланты да бик зур булмаса, әгәр дә теләге бар икән, аны үстереп була. И шуңа күрә кешенең иң беренчесе аның күңелендә менә хор төркеменә килгәндә татар рухы, татар теле, татар җаны, ул татарлыкны ярату, хис итү дигән сүз булмаса, андый кеше эшли алмас. Менә безнең йөргән урыс кешесе бит инде, урыс милләте егете. Ул татарча аңлый. Ну, аңлый, бөтенесе сукалый, кирәк вакытта сукалый. Һәм инде менә шуннан да яшьләр киләләр, кай вакытны телне белмиләр. Биючеләр күбрәк. Менә урыс малайлары бар, аннан башка милләт кызлар бар. Ярты елдан соң карап отырам, ай булбулымны җырлап утыралар репетиция вакытында. Мен әйтәм, андым нравится. Үзләре дә сизмиләр, ничек менә телне өйрәнеп китәләр. Татарлар киләләр, кемдер белми, ну, начар сөйләшәләр татарча. Әкренеп тан җибәрҗәтне җырлап утыралар. Шуңа күрә Аллаһ шөкер, менә шулай итеп әкренеп тәрбиягә керәбез, әкренеп алга барабыз. Рәхмәт, тагын сораулар Сөембикә журналы. Рәхмәт. Хәерле көн, исәнмесез? Мин ике телдә дә, Юрий Леонидович, вам будет легче, наверное, отвечать. Сорау бирәсем килә. Менә монда хәзер җавап бирдегез, һәм инде уйлап та куйдым, бер фикер килде. Әлбәттә, менә бу сәнгать ашада милләт телен өйрәнергә бик матур һәм камилләшеп өйрәнергә була икән бүтән милләт вәкилләренә дә. Беренче соравым, мастер-класслар буенча, ләкин мастер-класслар хореография түгел, костюм буенча. Ни өчен бүгенге көндә безнең яшь дизайнерларыбыз һәм
Бүтән қызықсына тұрған шәхісләр деп әйтәсем килә милли киемгә қызықсына тұрған шәхесләр нишләптер сәхнә образын эталонга алып, милли киемне менә шулай иттереп сәхнәдә нинди милли кием булса, шулай иттереп күрәселәре килә һәм шуны әзерлиләр. Бу беренче сорау, нишләп алай микән дип. Бу беренче сорау. Икенче сорауым, закулисные таланты. Немножко расскажите, пожалуйста, о тех людях, о которых всегда, в общем-то, умалчивают. О гримерах, о костюмерах. Какое количество вообще сотрудников у вас работает. И очень хотелось бы услышать еще о тех местах, где вы приобретаете ткани для создания уникальных ваших костюмов и особенно украшений, традиционных татарских национальных украшений. Спасибо. Мы сейчас по очереди да. начнем отвечать по поводу закулисной, потому что у нас будут разные ответы, совершенно точно. Вот. Для меня знакомство и, так сказать, преображение в ансамбле, конечно, через традиции. И сам по себе коллектив, я вот сейчас как бы вот со стороны вдруг говорю, с историей, со своими правилами, со своим миром. Этим миром правит искусство, очень высокое творчество и, конечно же, гастроли. Вот для меня Рима Буликова. Вот пример. Мы говорим Рима Апа, ну, человек, который посвятил всю свою жизнь, там, более 40 лет, танцевал. Вот сейчас мы выкладываем на наш YouTube-канал старинные записи. Мы просим и архив подключиться к этой истории, потому что хотелось бы, чтобы все эти изюминки видели все, имел доступ. Зачем их где-то хранить, они должны быть на всеобщем обозрении. Тогда же были лучшие образцы. Мы понимаем, что расцвет настоящего национального искусства начинался тогда, в 70-е, 80-е годы. Все эти ДК, ГДК, это самодеятельность, которая танцевала на уровне профессионалов. Мы сейчас вот смотрим эти архивные кадры и поражаемся, насколько уровень самодеятельности был просто очень высокий. Кстати, многие артисты и нынешние, и уже уходящие, ушедшие, пришли именно оттуда. Но не было же такой, так сказать, серьезной базы. Это сейчас Институт культуры, консерватория, училище, которые реально, так сказать, методиками занимаются. А раньше это очень талантливые самородки, вышедшие из этих стен ДК. Тот же, вот мы говорим сейчас там... Да, тот же Фердинанд Мингазович, который передал там колоссальный талант, так он вот оттуда он вышел, у него образования как такового нет, а мастер высочайшего класса, все впитал и все это смог сделать. И вот Рима Шакировна, вот Буликова, для меня вот это вот просто вот образец всего. Так получилось у нее жизнь, вот по поводу людей, которые мы не знаем. У нее не сложилась личная жизнь, потому что гастроли раньше были. Это мы сейчас говорим 90, там 100, а раньше это месяцами и неделями. 3 месяца. Нам до этого очень далеко, я имею в виду. Нынешние мы все-таки люди немножечко, так сказать, помягче, может быть, послабее, я осмелюсь так сказать. А они были другой закваски. Вот мы об этом говорим. Смотреть, тянуться и вот верить. Недавно только ушла, вот просто недавно. 80 лет. Вот просто проводили, потому что боимся. За здоровье и за все. И на гастроли. И вот с этой палочкой, там у нее там бедро, там сложнейшая операция и все. Вот. Чем можем, мы помогаем. Но вот такой уникальный человек. Я бы с удовольствием, дай бог, Алла-Берса, вот мы доживем, вот вывести просто на сцену, посмотреть на такого человека. Уникальная личность. Дизайнерларға келгенде, мен талапшы кіші, пожалуйста, любой дизайнер, который хочет, как в госансамбле работать, мы всегда открыты. Но я очень дотошный. Я как та барышня, которая открывает, костюмер заходит и говорит, одеть нечего сегодня. Вот к концерту сегодня костюмер спустился, они мне говорят, Александр, что одеваем? Я говорю, одеть-то нечего, это уже мы показали. И пришлось опять в шахматы играть, чтобы это незаметно было, сделать новый костюм. Ну, как это получается. Они меня называют татарский Юташкин, ты наш дорогой мой, да, вот как-то костюмер. Поэтому я всегда готов, экспериментов я очень люблю, но не выходить из рамок государственного ансамбля песен. Первое – это история костюма, потом уже все остальное. Ткань мы покупаем в Москве,
Не буду говорить где, потому что конкурентов много, пусть не знают, где. Это Айрат Ринатович, да. Да. Дальше, как его, украшения. Украшения мы все делаем у нас. У нас, слава богу, есть 2 комплекта украшений. Это серебряные. Есть серебряные украшения, где мы покупали в Турции, заказывали на гастролях, когда были, именно показывали, и они на такие же украшения делали, прямо на заводе. Есть под серебро и есть под золото. Я всегда говорю о том, что моя нация должна быть выглядеть со сцены и везде, не только со сцены, очень красиво. Потому что у нас есть что показать. Наши сапоги, наши главные уборы, наши манисты и украшения. А дальше закулисная жизнь. У нас всего лишь 4 костюмера. Всего лишь. Всего лишь. У нас гримеров нет. У нас красятся из поколения в поколение. Вот как заложено было, вот такие тени, такая помада, никаких ногти красить, волосы красить. Это расстрел, это сразу же финансово, потому что, понимаете, сейчас как бы на артиста не ругался, не кричал, смысла нет. Он будет только смотреть на тебя и глазками моргать, да. Легче это деньгами. Рубль убрал, и ногти стали на свое место. Рубль убрал, и губы ушли. А то некоторые приходят наколотыми. У нас есть такие артисты, которые считают, что это красиво. Может быть, это в жизни красиво, для них красиво, но не для сцены. У сцены есть каноны. Вот на пенсию выйдешь, что хочешь, постригись, вот хоть на лысо, это твои проблемы. Но здесь нет, ты же еще закон. Когда мы, вот ребята не дадут соврать, я всегда говорю, мне без разницы, сколько километров мы едем. Но с автобуса вы должны выйти как артисты. Не в галошах, да? Одеты, подтянуты. Неважно, 3 суток ты в автобусе трясешься. Но выйти красиво. Потому что с осанкой, потому что ты лицо республики. Я сказал, вы не принадлежите себе. Мы принадлежим республике. Вы же отобраны везде. Но кому-то не нравится в автобусах ездить. Извините, СВ вон там. За ваш счет. Мы все одинаковые. Я также с ними в автобусе, Юрий Леонидович, так же. Поэтому мы одна команда, мы одна семья. Мы с одной тарелки кушаем, и поэтому, наверное, мы идем вперед. Вот как-то так. Да, вот вы тут сказали по поводу татарской национальной обуви, щитек турында. Мне бүгінгі күнде интернет толған бик ұлы информация белән безнең милли татар щитеген казакныкы дип чыгарганнар. Менә ничек сез аны сөйләп күрсәтәсез? Ничек кенә әйтмәсеннәр, бәрі татар булып кала инде ул. Мен килгәндә уйлап килдем әле. Мин әйтәм, щитләр турында сорау булыр дип. Ни демәктән? Испокон веков наши русские цари носили татарские сапоги. Иван Грозного были татарские сапоги. Это для нас большая честь о том, что князья, цари носят татарские. Значит, это качество, это значит красота. Правильно? Как бы ни называли, казахские, но я все равно останусь татарином. И это мое, потому что я знаю, как оно делается. Вот у танцевальной группы 15 пар. За концерт они переодевают. 15. А вы сами знаете, сколько стоит один сапог. Это очень дорого. Очень дорого. Это очень дорого. И также девушек 16 пар. Вот 32 человека за концерт 16-17 пар обуви переодевают. У хора 2, по-моему, да, как его есть, не потому что так получается. Но Алаберса тоже, вот это все финансы. У оркестра то же самое, 2 костюма. Но так как не успевают, они вечно сидят и безвылазно даже не смогут никуда не убежать, потому что по центру сидят. Сбежать, но хор-то еще как-то может раз слинять, да, потому что как бы незаметно. Если что-то случится, оркестр сидит. Поэтому, тюльпан, он татарский, наш тюльпан, он испокон веков, наш узор татарский, он никуда не денется.
Ну, пусть называют так. Значит, им нравится. Значит, если бы не нравилось, не называли бы казахским. Ну, видите ли, дело ведь не в том, что они у себя дома называют. Дело в том, что в европейском Сотбисе, в наверное, вопрос аукционных все-таки к они, историкам они больше. представлены как казахские. к А вы сожалению. знаете, вот когда не знают историю, откуда это все появилось и как появилось, вот тут проблема, вот тут надо копать. В основном это говорит та молодежь, которая не знает. Они увидели какой-то рисунок приблизительный. Мы же тюркский мир, Может, вам пора ехать в Казахстан? мы уж там были. Да. Еще раз. А можно уважаемые добавить? коллеги. Вот мне кажется, тут есть одна очень тонкая деталь. Во времена Тукая так не относились к татарам, к башкирам или к казахам. Мы всегда очень забываем. А когда вот такой вот хрен в голове вырос по национальному признаку, когда Тукай учился в своем медресе, они жили все вместе, разговаривали на одном языке, у них была одна вера, и тогда никто не делил, у кого чего больше, правда? Мне кажется, это вот такое наносное, и мы должны гордиться, что в нашей культуре присутствует очень много элементов, которые были и в казахской, и в любой культуре. Это обогащает именно черта хороших, вот затлы деп айталар, затлы хороший, который впитало все хорошее, что вокруг было. И вот даже кружева, французские кружева, но они есть и у русских тоже ведь, да? Ну, я сейчас не буду рассказывать историю. Все вы знаете, где у нас как бы, булгары находились. Алан-Базар, да, это шелковый путь. Оттуда проходил. Поэтому я всегда задаю вопрос, что такое колфак? Да. Ну откуда он мог появиться? Французское слово колпак. Правильно? Ну, татары, девушки оказались более... И расшили золотом. И получился колфак. Но если так вот логически рассуждать, поэтому, да, татары умели и умеют делать то, чтобы это было качественно, красиво и достойно. Еще раз повторяю, наша задача всему миру доказать, говорить о том, что да, мы сильный народ, мы всех любим. Вот если по истории опять посмотреть Алан-Базар, каких сословий там не было в Булгарии? И еврейские, и хазары жили, все жили, и чуваши, и марийцы, удмурты, и все жили вместе. И это заложено, и до сих пор мы вместе живем. Поэтому наша задача показать вот эту культуру своего народа и нести его в большое пространство мировое, для того, чтобы мы гордились, у нас есть чем гордиться. И гордиться ансамблем. Ансамбль – это лицо республики. Не мной придуман этот ансамбль. Это уже история, большая история за 85 лет. Какие только люди. Бетеншахислер шыққан ансамбльдан. Эльфия Абзалова. Ильхам абайдың не хатля эшләгәне бар. Хамдуня Бақи Урманчы. Исәнбәт. Ну все. Монда аерым бер очрашу оештыруга кирәк костюмнар мәсьәләсендә. Хөрмәтле коллегалар, безнең вакыт кызганыч чыкты, поэтому в частном порядке вы можете задать свои вопросы. Мы желаем вам до конца года все-таки добить до 100 ваши концерты. Я думаю, у вас это получится. И, видимо, мы уже встречаемся 15 числа в Театре Камала. Всем большое спасибо, удачи. Это Калам, ждем. Пожалуйста, приходите, посмотрите нашу программу. Очень интересно. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.